Всем мира, друзья! Мы часто рассказываем вам об истории татар, о тех событиях, которые происходили в жизни мусульманского татарского сообщества. Но мы практически не говорили о том, как жили мусульмане и мусульманские сообщества в быту. Вот сегодня хотелось бы поговорить на тему шариата и его применения в семейном праве татар-мусульман 19, 18 и 20 веков. Алга. Как известно, мусульмане в повседневной жизни руководствуются шариатом, совокупностью норм, базирующихся на Коране и Сунне. Между тем, до начала последней четверти 18 века российские власти не уделяли внимания правовому регулированию семейно-бытовых отношений нехристианских народов империи. Поэтому можно предположить, что у татар-мусульман отношения в сфере семьи и наследования строились на нормах, унаследованных от предков. Подобное полулегальное положение шариата имело место до издания манифеста от 17 марта 1775 года, которым были отменены все установленные ранее ограничения брака для людей всякого рода и поколения. Отныне каждому племени и народу дозволяется вступать в брак по правилам их закона. Закрепление подобной отсылочной нормы создало возможность применения совокупности мусульманских брачно-семейных норм. Вместе с тем российское правительство внесло некоторые изменения. Браки и разводы мусульман подлежали обязательной письменной регистрации. Действительным признавался только брачный договор мусульман, составленный духовенством по правилам шариата в присутствии свидетелей и внесенный в метрические книги. По шариату обязательное присутствие священнослужителя при вступлении в брак не требуется. Необходимым является лишь наличие свидетелей, валиев. Закон от 1841 года закреплял, что только приходские имамы могли совершать брак. Согласно нормам шариата, каждый мусульманин, вступая в брак, обязан выделить невесте определенную часть своего имущества – махр. Махр как собственность жены не входит ни в наследственную, ни в конкурсную массу. У татар же понятие махр часто заменялось понятием калым – выкуп за невесту, что шариату не соответствовало, но имело распространение. Калым отдавался опекунам невесты. Важным явлением брака по шариату являлась его добровольность. В правилах Магометанского духовного собрания о браке 1841 года специально упоминается обязательность согласия невесты и необходимость заключения брака с равным по общественному положению и за калым соразмерной с состоянием невесты. В случае, если брак совершен против желания и с неравным, то невеста могла требовать признания брака не имеющим юридической силы. Фетва муфтия Сулейманова от 17 октября 1851 года подтверждала право невесты на публичное выражение своего согласия или несогласия при заключении брака. Следует отметить также браки посредством ухода невесты к жениху без ведома родителей. Ахмаров полагал, что большинство браков татар в начале 20 века совершались именно по этому способу. Законодательство предусматривало наказание при похищении незамужних и замужних женщин, насильном склонении к браку, в том числе и для родителей. Однако от насильственного похищения невесты следует отличать похищение невесты, в кавычках, бывшей частью брачного обряда. Этот обычай у тюркских народов имел место до принятия ислама. Данные действия относились к особенностям обрядов местных народов, совершались по обоюдному согласию сторон, не нарушали российского законодательства, но шариатской нормой не являлись, конечно же не являлись. Практиковались случаи вступления в брак без предварительного согласия жениха и невесты, но с обязательным последующим изъявлением согласия брачующихся. При заключении брака в отсутствие жениха применялись установленные шариатом правила. Например, в таких случаях жених, узнавший о заключении брака, должен был сказать, что согласен, иначе брак считался незаключенным. Если же жених слышал от кого-то, что относительно него заключают брачный договор и не сказал ничего по этому поводу, то брак не признавался законным. Прелюбодеяние запрещалось, относилось к числу уголовных преступлений и каралось телесными наказаниями. Хотя российское уголовное законодательство предусматривало такой состав преступления, как прелюбодеяние, власти выступили против применения наказаний по шариату в отношении мусульман.
В 1832 году Сенат, рассмотрев случаи применения духовными учреждениями телесных наказаний, запретил подобную практику. Постановил, что российский суд по исследованию обстоятельств дела и учитывая мнение духовенства определяет виновным исправительное наказание в зависимости от их звания. Задержание при полиции без работы, задержание в смирительном доме или в тюрьме с работами от 1 до 4 месяцев. Шариат не дозволяет вступать в брак с лицами, состоявшими в определенной степени родства. Ахмаров писал о таких татарах. Нет случаев добровольного выхода девушки за более или менее близкого родственника. Не бывает также и случаев похищения из своей родни. Таковые браки совершаются исключительно по воле родителей сторон. При выявлении подобных браков Магометанское собрание признавало их незаконными. Шариат позволяет мужчине иметь до 4 жен. Статья 90 свода законов гражданских, являющаяся отсылочной, допускала применение данной нормы. Однако многоженство не получило широкого распространения среди татар-мусульман. Мейер свидетельствовал, фактически оно не так распространено, как допускает его закон религии. В Казани, например, магометанское общество состоит из нескольких тысяч, но только немногие магометане имеют по 2 и по 3 жены, а большую частью живут с одной женой. Как правило, многоженство практиковалось среди состоятельных слоев. Шариат не придает браку особого церемониального характера, сводя процедуру заключения брака к гражданско-правовому договору. Поэтому в постановлении Духовного Магометанского собрания от 30 сентября 1886 года категорически запрещалось исполнение музыки и танцев на свадьбах. Как отмечает Азаматов, исламу и его институтам не удалось полностью вытеснить традиционные свадебные обряды у татар, башкир и казахов. Но тем не менее запрет на употребление спиртных напитков оказывал определенное влияние. Ахмаров писал о татарской свадьбе. Спиртных напитков не бывает. Если гости имеют особенную склонность к ним, то их угощают после ухода муллы и прочих гостей, особенно вечером. По шариату ограничений в числе повторных браков нет. Повторные браки были привычным явлением и в жизни татарских семей. В российском законодательстве содержались нормы, регулировавшие отношения между супругами и распространившиеся на все вероисповедания. Муж был обязан любить свою жену, жить с ней в согласии, доставлять жене пропитание и содержание. Жена обязывалась повиноваться мужу, любить и почитать его. Отношения в мусульманской семье специально не регламентировались. По шариату главой семьи, соответственно, являлся мужчина. Исследователи приводят следующее свидетельство о татарах Казанской губернии. Во главе семейства стоит всегда мужчина, имеющий к нему неограниченную власть. Ему принадлежит право заведования и распоряжения имуществом, которым он управляет по своему произволу. Он же получает и все заработки от членов семьи, наблюдает за образом их жизни и нравственности и имеет право суда и расправы над провинившимся. По смерти отца главенство по установившемуся обычаю переходит к старшему в роде, то есть к брату умершего или его сыну, и за неимением их к матери. Жена и дети обязаны повиноваться, собственно, мужу и отцу. Если жена непослушна, то муж должен сперва увещевать ее. Если не поможет, вправе запереть и лишить своих ласк и содержания, в случае нужды подвергнуть ее побоям, не причиняя телу ран и увечий. Последняя норма шариата не только не была отражена в российских законах, наоборот, за нанесение жене увечий, ран, тяжких побоев или иных истязаний муж подвергался уголовному наказанию. Причем такому же наказанию подвергалась и жена, совершившая подобное деяние в отношении мужа. Нормы воспитания детей в татарских семьях находились в соответствии с нормами мусульманской морали, установившиеся посредством шариата. Магометанское собрание в своих наставлениях магометанам указало на необходимость родителей и опекунов следовать законам шариата в воспитании детей. Бадамшин, автор брошюры «Мусульманство» или «Ответ тем, кто нападает на мусульманство», также признавал необходимость родителей знакомить своих детей с вопросами веры с 7-8-летнего возраста. Баязитов считал главной обязанностью отца обучить детей правилам религии и дать им духовно-нравственное образование. Иногда уклонение имама от обучения молодого поколения нормам шариата
становилась предметом служебного разбирательства. Семейные споры, часто возникавшие по недовольству супругов, духовенство старалось разрешать мирно, стремясь сохранить семью. При поступлении таких прошений в ОДМС, духовное собрание, предписывало произвести между сторонами при избранных ими же лицах правильное разбирательство, стараясь увещеваниями кончить это миром. В случае невозможности мирного исхода приказывалось постановить решение по шариату, объявить его под расписку тяжущимся через местное уездное полицейское управление, предоставив сторонам право обжаловать в духовном собрании. При рождении ребенка приходское духовенство совершало регистрацию новорожденного. У татар Казанской губернии в этот день приглашали муллу, ребенка клали в сторону Мекки, мулла согласовывал с родителями имя, читал молитву и вносил имя ребенка в метрическую книгу. Причем с момента рождения ребенка до дня наречения имени проходило несколько дней до выздоровления матери после родов, хотя шариат предписывает делать это сразу же после рождения. В честь рождения ребенка в некоторых местностях приносили в жертву барана, 2 за мальчика, 1 за девочку. Для мальчиков обязательным было совершение обрезания. Нормы шариата применялись для урегулирования отношений опеки среди мусульман. Однако их применение носило ограниченный характер и зависело от региона. Например, в Казани первоначально при татарской ратуше функционировал Казанский татарский сиротский дом, который разбирал дела об опекунстве среди татар-мусульман. Несмотря на то, что сиротские суды не применяли нормы шариата самостоятельно, они тем не менее играли важную роль. Сиротский суд при наличии лиц, нуждающихся в установлении над ними и их имуществом опеки, не только учреждал опекунское управление, но и описывал имущество. У татар-мусульман наследственные отношения регулировались также нормами шариата. Законом от 4 декабря 1802 года мусульманам было позволено руководствоваться нормами шариата наследствия. В законодательстве первоначально не упоминалось о долях иных лиц – дети, братья и другие, наследующих после мусульман. Лишь в 1826 году было законодательно разрешено допускать раздел имений, оставшихся после магометан по их закону. Раздел наследства по шариату осуществляли первое – духовенство, выполнявшее роль третейского суда и осуществлявшее предварительный разбор, и второе – гражданские суды, выносившие окончательное решение. Примечательно, что гражданские суды старались следовать нормам шариата о разделе долей и порядка наследования. Пошлины, уплачивавшиеся наследникам при получении наследства, рассчитывались в зависимости от шариатских долей. Возможность наследования новокрещенными наследниками имущества мусульман имперским законодательством разрешалось лишь в Таврической губернии. В случае недовольства разделом наследства мусульмане часто обращались в суды с исками, отстаивая свое право на определенную шариатом долю. Воля наследователя о лишении наследников имущества у татар-мусульман в некоторых случаях имела преимущество перед нормами шариата. Духовные завещания имели достаточно широкое распространение у татар. Часто завещания содержали подробный перечень действий, которые следовало совершить после смерти наследователя. Таким образом, семейно-бытовая жизнь татар-мусульман в основном регламентировалась шариатом. Достаточно широко применялись нормы, регулировавшие семейные и наследственные отношения мусульман. Причем разрешение дел осуществлялось не только на уровне мусульманской общины и духовенства, но и на уровне государственных органов, в том числе гражданских судов. Несмотря на первоначальное пренебрежение к данной проблеме и полулегальное положение шариата в государстве, законодатель, столкнувшись впоследствии с проблемой сосуществования в одном государстве христиан и мусульман, сделал выбор в пользу сочетания норм российского права и отдельных норм шариата. Признание, пусть и частичное, норм шариата в Российской империи отвечало интересам как самого государства, поскольку позволяло снизить недовольство в мусульманских регионах, так и интересам самих мусульман, стремившихся сохранить привычный уклад жизни. Друзья, примерно так и выглядела жизнь татар-мусульман в семейно-бытовых отношениях в 18, 19 и начале 20 веков.
Пишите в комментариях, на какие темы вы бы хотели услышать новые выпуски. Ставьте обязательно лайки, делитесь этим видео со своими близкими. С вами был Ренат Хабибуллин и Татары сквозь время. Ассаламу алейкум, сау болыңыз и до новых встреч. Пока.